Добрый день, уважаемые коллеги. Комреспубликанский институт развития образования приветствует вас на первом республиканском онлайн-семинаре. Очень значимо, что начиная с декабря месяца для вас, уважаемые коллеги, для классных руководителей мы будем проводить республиканские семинары с привлечением федеральных и республиканских экспертов. Я хочу вам напомнить, что в течение сентября-ноября 2020 года проходил очень важный мониторинг, который выявил проблематику и который обозначил задачи для сопровождения классных руководителей на уровне нашей республики. Поэтому, конечно, мы осознаем, что каждый республиканский семинар, он будет связан именно с той проблематикой, которая сегодня заявлена как наиболее значимая на уровне нашей республики. Коллеги, это адресные семинары. Именно на данных семинарах у вас есть возможность задать вопросы нашим экспертам и осознать вашу роль в том вопросе, который мы будем рассматривать. Коллеги, мы с вами работаем на онлайн-платформе, которая позволяет в разделе «Вопросы» задавать ежеминутно вопросы специалистам, а также обмениваться профессиональным мнением в разделе «Чат». Хотим внимание обратить, что сейчас мы с вами работаем в онлайн-режиме, но мы сохраняем данную запись и в дальнейшем на уровне каждой образовательной организации, на уровне муниципальных образований мы очень надеемся, что содержание данного семинара будет обсуждаться и рассматриваться как основание для вашей профессиональной деятельности. Данная запись, она будет представлена в нашем разделе «Профессиональный видеозал» на сайте Комреспубликанского института развития образования. Итак, сегодня семинар, который посвящен действительно очень важной и актуальной теме. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мы действительно с коллегами попытаемся определить не только проблемы, а прежде всего именно алгоритмы действий каждого классного руководителя и каждой образовательной организации. Коллеги, у нас очень насыщенная программа. Будем работать в течение 2 часов. И позвольте мне представить наших коллег, которые работают вместе с нами. Вместе с нами сегодня сопровождает данный семинар и будет выступать Лариса Владимировна Бадаева, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. С нами работает Кимпицкая Любовь Васильевна, директор Центра обеспечения деятельности Министерства образования, науки и молодежи по Республике Коми, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, которая взаимодействует со всеми образовательными организациями. Мы очень рады, что с нами вместе Галина Викторовна Киселева, председатель Общественного совета при МВД по Республике Коми. Вот в таком составе, коллеги, в течение 2 часов будет идти именно работа семинара. И важно, что семинар будет сопровождаться нашим модератором. Это Игнатьева Анастасия Николаевна, которая будет отслеживать те вопросы и передавать нашим экспертам. Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем. И, Лариса Владимировна, я прошу вас взять слово и приступить. Спасибо большое за предоставленную площадку для выступления. Тема действительно очень актуальна, на сегодняшний день особенно. Почему? Потому что несовершеннолетние, они всегда считались и будут считаться как категория особая, поэтому преступления и административные правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, они как раз относятся к числу проблем, вызывающих особую озабоченность нашего общества и государства в целом. В республике, для того, чтобы понимать, что у нас происходит в республике, я остановлюсь буквально на статистике небольшой, чтобы понимать, что нас беспокоит.
В республике каждое 23-е преступление из числа расследованных совершены несовершеннолетними за 10 месяцев 2020 года. Но, несмотря на то, что мы наблюдаем незначительное снижение по числу преступлений, совершенных несовершеннолетними, необходимо отметить, что в детской преступности в последнее время наблюдается тревожная тенденция. Она приобретает отчетливо выраженный корыстный и агрессивный характер. Продолжается ее омоложение. Четверть преступлений совершаются подростками до 15 лет. В структуре преступности за 10 месяцев текущего года несовершеннолетних доминируют корыстные преступления. И основная доля преступлений приходится на кражу чужого имущества. Предметы преступных посягательств самые разнообразные. Это деньги, это автомобили, это мобильные телефоны, это велосипеды. С прошлого года увеличилось количество практически в 2 раза краж продуктов питания, алкогольной продукции, табачной продукции. Хочу отметить, что из 165 краж в 95 случаях почти что 60% места совершения – это магазины, торговые центры. По месту совершения краж у нас на первом месте отмечаются магазины «Пятерочка», на втором – магазины «Магнит». Мы наблюдаем также незначительное увеличение удельного веса преступлений против жизни и здоровья. Анализ показал по лицам, что из общего количества детей на момент совершения преступления являлись школьниками. Доля их составила почти что 65%, а по возрастной категории это дети в возрасте 16-17 лет, доля их составила практически 60%. Вот согласно сведениям информационного центра МВД по Республике Коми, по состоянию на 20 ноября текущего года вызывает беспокойство ряд территорий, которые поражены детской преступностью. Среди городов наибольший рост произошел в городах Печора и Сосногорск, а среди районов республики Усть-Куломский и Усть-Уимский район. Наблюдается также рост по следующим составам тяжких, особо тяжких преступлений. Это по преступлениям по статье 132 Уголовного кодекса, насильственные действия сексуального характера. В абсолютных числах вроде бы небольшое количество, 4 до 7, но в любом случае данное преступление у нас присутствует на территории республики. Озабочены мы тем, что практически на 13,3% увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, и при их соучастии в сфере незаконного оборота наркотиков. Подростки у нас в основном выступают в роли закладчиков. Вот вроде бы столько бесед проводится на эту тему, как сотрудниками органов внутренних дел, но, несмотря на то, на это детей почему-то сроки наказания не пугают. Вот просто вам приведу санкции, которые предусмотрены данной статьей 228 прим. 1. Если подросток один принимал участие в сбытии наркотиков, наказание прописано в виде лишения свободы от 4 до 8 лет лишения свободы. А если в группе по предварительному сговору от 8 до 15 лет. Но все равно почему-то вот эти виды наказания наших подростков не останавливают, не пугают. Хочу сказать, что в основном преступления совершены в сфере незаконного оборота. Это на территории города Сыктывкара. Второе место занимает это город Ухта, Сыктывдинский район. И по одному преступлению зафиксировано на территории Эжинского района города Сыктывкара, города Печора и Инта. К сожалению, у нас увеличилось количество преступлений неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством. Ну, в простонародье это угоны автомашин. Лидируют по данному виду преступления у нас города Воркута, Сыктывкар, Ухта, Печора и Сыктывдинский район. Хочу отметить, что у нас, коль увеличилось количество краж в торговых центрах и магазинах, значит, само собой произошел рост преступности в общественных местах. И еще обращаю ваше внимание на рост преступности в ночное время. За 10 месяцев текущего года было выявлено 1329 несовершеннолетних, которые были выявлены в ночное время без сопровождения законных представителей на улицах либо в общественных местах. Поэтому убедительная просьба с родителями проговаривать о данном законе, 148-й республиканский закон, от 2008 года, в котором четко прописано, что дети в ночное время с 22 до 6 утра должны сопровождаться на улице под контролем, находиться под контролем взрослых лиц, родителей, лиц изменяющих.
Наибольшее количество таких деток у нас выявлено, конечно же, в столице региона. Хочу обратить внимание на совершение несовершеннолетними административных правонарушений. За 10 месяцев текущего года рост составил по выявлению административных правонарушений на 8%. Из административных правонарушений наиболее часто несовершеннолетним совершаться это мелкое хищение, кражи, побои, нанесение телесных повреждений и мелкое хулиганство. Вот причины конкретного противоправного деяния заключаются, с одной стороны, с особенностью потребностей и взглядов системы каких-то ценностных ориентаций личности правонарушителя, а с другой — в совокупности внешних условий, обуславливающих формирование противоправного поведения. Практика убедительно подтверждает, что причинам, кроме личностных особенностей несовершеннолетнего, относятся пьянство, наркомания, токсикомания, вовлечение в противоправную деятельность со стороны взрослых, подстрекательство со стороны лиц, ранее судимых. А вот к условиям, способствующим совершению правонарушения, относятся такие явления и процессы, которые сами не порождают, а могут провоцировать противоправное деяние, в частности, неблагоприятная семейная обстановка, воздействие микросреды, недостатки воспитательной работы с подростками в учебных заведениях, неорганизованность досуга и несовершеннолетних. Результаты проведенного выборочного анкетирования несовершеннолетних правонарушителей свидетельствуют о том, что одно из условий, способствующих правонарушениям подростков, это неорганизованность или недостаточная организованность их досуга. Практика подтверждает, что на совершение преступлений их зачастую толкает именно безделье. При этом они нередко предварительно употребляют спиртные напитки, пристают к прохожим, из хулиганского побуждения учиняя драки, ну и так далее. В подростковом и юношеском возрасте очень ярко проявляется стремление к общению со сверстниками, потребность в дружбе на основе интереса, увлечения, совместной деятельности. Общение со сверстниками в это время приобретает исключительную значимость. Я прошу всем классным руководителям под особый такой контроль брать детей, состоящих на учете в полиции. Не надо делать из них изгоев. Может быть, ребенок просто ошибся, встал не на ту дорожку, как говорится, но особое внимание должны быть подвержены дети, которые имеют судимость. То есть классный руководитель должен знать, за что ребенок осужден, за какое преступление, с кем он находился в момент совершения преступления, какой вид наказания суд ему вынес. Следующий момент — и какие ограничения прописаны в приговоре суда. Для чего это? Во-первых, часто суды в приговоре прописывают такое ограничение: продолжить обучение, не пропускать уроки в учебном заведении таком-то, таком-то. Ну вот, пожалуйста, это одна из мер воздействия. В случае, если ребенок не приходит в школу, пропускает уроки, который судим и имеет данное ограничение, вы должны незамедлительно готовить информацию в адрес уголовно-исполнительной инспекции, и в том числе в адрес нашего подразделения по делам несовершеннолетних, и предоставлять эти сведения для того, чтобы мы своевременно выходили в уголовно-исполнительную инспекцию и в суд для вынесения либо предупреждения официального, либо уже и отмены условного осуждения. Главным условием совершения несовершеннолетних правонарушений является ослабление наблюдения под контролем или контроля над формированием личности, поведения несовершеннолетних со стороны семьи, а также государственных и общественных организаций. Наличие причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, не означает неизбежность совершения противоправного деяния. Существуют причины и условия в определенной степени, подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. Большое значение в данном случае приобретает общая и индивидуальная профилактика, представляющая собой систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на предупреждение совершения противоправных деяний несовершеннолетними. С другой стороны, большое количество несовершеннолетних становятся жертвами преступлений и правонарушений. Вот отсутствие у детей элементарных правовых знаний, недооценка со стороны взрослых, имеющихся в отношении детей угроз, зачастую приводит к негативным последствиям. У нас
за текущий период, за 10 месяцев в республике зарегистрировано рост количества преступлений, совершенных в отношении детей на 3,5%, в том числе насильственных преступлений на 3,1%, сексуального характера на 7,7%. Рост насильственных преступлений в отношении совершеннолетних зафиксирован в 10 муниципальных образованиях в городах Инта, Ухта, Воркута, Эжвинский район, город Скилкара, город Сосногорск. В районах Удырский, Сыктывдинский, Книжпогорский, Ижевский, Усть-Куломский и Усть-Лымский районы. Вот Министерство внутренних дел по Республике Коми обеспокоено ситуацией преступности в отношении совершеннолетних сексуального характера. Рост преступности по данному виду преступлений наблюдается в 9 муниципальных образованиях. В городах Ухта, Инта, в районах Сыктывдинский, Усть-Куломский, Книжпогорский, Кайгородский, Ижевский и Удырский районы. Хочу отметить, что очень много стало совершаться преступлений по статье 134 Уголовного кодекса Российской Федерации «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Совершеннолетние лица, вступающие в половую связь с несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста, с которыми они поддерживают интимные отношения, как правило, не осознают, что подобные действия являются преступными и запрещены Уголовным кодексом Российской Федерации. Вот в связи с этим следует доводить указанную информацию для учащихся старших классов. Ну, для нас, конечно, мы работаем не так же с средними учебными заведениями, для студентов, особенно первый, второй курс, что, возможно, позволит сократить количество данных преступлений. Второй момент, я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас увеличилось количество преступлений по статье 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, это развратные действия. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении совершеннолетних, как правило, совершаются либо в отсутствие надлежащего контроля за местонахождением ребенка, либо в связи с проживанием матерей, потерпевших с отрицательными характеризующимися лицами, склонными к совершению преступлений. И вот в целях предупредительной профилактики совершения подобных преступлений целесообразно наладить как раз осуществление контроля за взаимоотношением в семьях, где матери, имеющие несовершеннолетних детей, проживают совместно с лицами, ранее судимыми, неработающими, злоупотребляющими спиртные напитки. Но в то же время и анализ показывает о том, что преступления данной категории на сегодняшний день совершаются и обыкновенными гражданами, которые в поле зрения полиции не попадали, не проявляли отклонения от половой морали с целью удовлетворения сексуальных потребностей. И что страшно, что во многих случаях жертва испытывает чувство стыда и вины за случившееся, но нередко случаи, когда родители замалчивают случаи сексуального насилия в отношении детей, которые совершены членом семьи, отцом, отчимом, братом, дедом. Значительная часть насильственных преступлений против половой неприкосновенности в семье рассматривается окружающими как сугубо личное дело членов семьи, что, в свою очередь, способствует росту латентности насильственных преступлений в семье. Особую тревогу вызывают факты совершения преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, совершенные с использованием информационных телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. За 10 месяцев текущего года из 33 преступлений по статье 135 «Развратные действия» 16 преступлений совершено посредством сети интернет. Распространенный характер носит преступления против половой неприкосновенности, совершаемые малознакомыми лицами, с которыми несовершеннолетними знакомятся в социальных сетях. Так, например, я приведу два примера. 7 октября текущего года гражданин 70-го года рождения, осознавая противоправные действия, достоверно зная, что несовершеннолетняя 2011 года не достигла возраста 12-летнего, но все равно то, что она находится в беспомощном состоянии, действует с целью удовлетворения своей половой страсти и сексуальных потребностей, используя сотовый телефон через социальную сеть ВКонтакте, осуществлял переписку, содержащую развратные действия с данной несовершеннолетней. Он же с целью удовлетворения своей половой страсти и сексуальных потребностей неоднократно назначил встречу этой девочкой, при встрече предлагал свои интимные услуги. В результате данный гражданин был задержан, возбуждено уголовное дело по 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданин арестован.
Еще один случай буквально был недавно, тоже в начале октября, несовершеннолетняя 2008 года, которая находилась дома. На ее телефон, на страничку ВКонтакте пришли смс-сообщения от неизвестного пользователя следующего содержания. «Привет, милашка, будем знакомиться. Не нравится, когда игнорят? Сразу принимаю решение делать своих фоток интим-фото и видео через платную программу. Фото будут оригинальными. Слава богу, техника позволяет это делать». Девочка испугалась и в результате выполнила все его поручения, что необходимо было сделать. И утром, когда, придя в школу, узнала о том, что видео с этими фотографиями имеется в наличии во всех телефонах у одноклассников. Вот в этой связи организация и проведение профилактической работы в отношении несовершеннолетних должна быть направлена как на недопущение совершения правонарушений и преступлений, так и на формирование правосознания. Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических норм. Центральной же задачей правового воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву становится непосредственным личным убеждением подростка. Важно, чтобы несовершеннолетние ориентировались в вопросах законности и правопорядка, правомерного поведения, знали, что такое правонарушение, что такое преступление, чем отличается правонарушение от преступления, знали об юридической ответственности, которая предусмотрена за них. Проводя общие профилактические беседы, необходимо уделять внимание таким понятиям, как доброта, порядочность, вопросам морали. Вот в этом и состоит уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения. Кроме того, хочу сказать, что главным условием совершения несовершеннолетним правонарушений является ослабление наблюдения или контроля над формированием личности и поведения несовершеннолетних со стороны семьи. И, к сожалению, или наоборот, прилагая больше усилий, необходимо сегодня помимо подростков работать еще и с семьями. Но на этом, наверное, более подробно становится Любовь Васильевна, Галина Викторовна, поэтому останавливаться на этом не буду. Хочу отметить, что среди субъектов системы профилактики особое место занимает полиция. И предлагаю вам привлекать чаще сотрудников полиции, которые имеют богатый практический опыт сотрудничества с образовательными организациями. Сегодня вот как раз является необходимой мерой правового воспитания детей, поскольку они могут разъяснить особенности реализации правовых норм. Сотрудник полиции имеет возможность на ярких примерах раскрыть ценность тех или иных норм государства в целом, так и для отдельных граждан. Такие знания позволят детям выработать правовое мышление, установки и даже чутье, а также реализовать правомерное поведение. Взаимодействие между органами внутренних дел и образовательными организациями должно осуществляться на постоянной основе, в том числе плановой основе. Это личные встречи, обмен информацией и так далее. Целесообразно разделить его на 3 основных профилактических этапа. Это преддверие учебного года, когда происходит планирование мероприятий на новый учебный год. И это планирование должно перетекать не из года в год одинаково, а в планах все-таки должны находиться пункты, которые, наверное, с учетом складывающейся оперативной обстановки должны включены в этот план. Следующий момент, второй этап, это в течение учебного года. Это постоянный обмен информацией в отношении несовершеннолетних, которые нарушают правила, наверное, поведения в школе. Это проведение профилактической работы как с педагогами, детьми, так и с родителями. Ну и третий этап – это, наверное, в каникулярный период, в лагерях дневного пребывания, в стационарных лагерях, в трудовых бригадах. Хочу отметить, что за каждой образовательной организацией, где обучаются несовершеннолетние, закреплен инспектор по делам несовершеннолетних. И он же входит в состав Совета профилактики. Поэтому убедительная просьба приглашать сотрудников ПДН при рассмотрении каких-то общих вопросов, да и персональных данных тоже. В зависимости от цели проведения профилактических мероприятий, задач, поставленных в рамках оперативно-служебной деятельности, организации проведения профилактической работы в образовательной организации, осуществляются сотрудникам ПДН и во взаимодействии с другими с заинтересованными подразделениями территориального органа МВД России, представителями других субъектов системы профилактики.
Значит, хочу отметить, что проблема безнадзорности и правонарушений совершеннолетних в современных условиях, она остается особо актуальной. Как показывает практика, снижению рисков деструктивных проявлений среди подростков способствует их включению в социально одобряемые виды деятельности и преориентации интересов. Поэтому как можно больше, пожалуйста, привлекайте наших детей в такие движения, как Юнармия, российское движение школьников, волонтерские движения, ну, кружки и секции, само собой. Досуговая занятость, конечно же, должна быть тоже организована на должном уровне. Почему? Потому что, к сожалению, никак мы не можем отойти от того, что каждый третий подросток, стоящий на учете ПДН, он не организован досуговой занятостью. Более того, привлекайте, пожалуйста, советы отцов к своим мероприятиям, союзы ветеранов боевых действий Афганистана, Чеченской Республики, иных локальных конфликтов, союзы ветеранов органов внутренних дел. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что большой вклад в профилактической работе с несовершеннолетними могут оказать представители спортивных федераций. Вот каждое из названных мной общественных движений, объединений вносит свой вклад в работу с детьми. Заслуживает особого внимания с этого года, благодаря Министерству образования, у нас создано на территории республики 26 кадетских классов правоохранительной направленности. И вот данная форма работы как раз в образовательных организациях позволит привлечь подростков к позитивной деятельности, а также организовать работу по принципу равный равному, что для подросткового возраста является наиболее эффективным. В целом хочу сказать, что проблем во взаимодействии на сегодняшний день с образовательной организацией у нас нет. Вы большие молодцы. Почему? Потому что в наш адрес приходит очень много достаточной информации о тех или иных правонарушениях со стороны подростков, в отношении подростков, которые, конечно же, в котором проводятся обязательно проверки с нашей стороны. И не бойтесь сообщать полицию о противоправных деяниях. Лучше, как говорится, перебдить, чем недобдить. Почему? Потому что не забывайте, что если, допустим, преподаватель знает о данном деянии, совершенном, противоправном деянии, совершенном в отношении ребенка, и умалчивает, ну, слушайте, есть такая статья Уголовного кодекса 293 «Халатность», поэтому и укрытие преступлений, и правонарушений. Поэтому в любом случае лучше довести до нас, а уже компетентные органы в лице следователей Следственного комитета, органов внутренних дел примут то или иное решение. Если подтвердится факт, само собой, это уголовное наказание. Ну а если не подтвердится, то в любом случае звоночек, который поступил от вас, мы отрабатываем на 100% в полном объеме. Ну, в принципе, мое выступление на этом я хочу закончить, Анастасия Николаевна. Если есть вопросы, я готова выслушать и выступить. Спасибо огромное, Лариса Владимировна. Вопросы пока не поступали. Очень содержательный и действительно яркий доклад. Я вот несколько раз прям, знаете, так встрепенулась. И большое вам спасибо за то, что вы призываете, за то, что вы всегда на страже, за то, что вы всегда в помощь нашим образовательным организациям. Ну, и мы, в свою очередь, ждем от большого взаимодействия. Я хочу сказать, что, вы знаете, недавно я встречалась с одним преподавателем, и, как он мне сказал, приходите к нам. А мы говорим, приглашайте нас. Кроме вас никто не знает о данной проблематике, да? То есть вы с классом на протяжении 9-11 лет постоянно этот ребенок на глазах. Так вы говорите, о чем нам приходить? Если у вас проблема с драками, так вы приглашайте нас на данную тематику. Если, допустим, проблема хищения имущества, в том числе личного имущества, то мы на данную тему готовы прийти и также пообщаться с детьми. Поэтому все зависит и от преподавателей. Еще раз повторюсь, что за каждой образовательной организацией закреплен инспектор по делам несовершеннолетних. Приглашайте, мы готовы к сотрудничеству всегда. Спасибо за призыв. Я думаю, наши коллеги услышали Ларису Владимировну и среагируют точно так же оперативно, потому что на самом деле очень важно сотрудничать с учреждениями, которые нам помогают, которые обеспечивают нам
то информирование, чтобы мы донесли до наших обучающихся и владели информацией сами, и проводили практическую работу. Спасибо огромное. А сейчас слово предоставляется Любовь Васильевне Кимпицкой. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось немножечко сегодня остановиться с практической точки зрения организации работы с несовершеннолетними и в том числе состоящими на учете, именно в наших образовательных организациях. Ну, как бы там ни было, хотим мы этого или не хотим, школы были и будут центрами воспитания наших детей. И хотелось бы, чтобы у нас в школах детям было как можно комфортнее, чтобы там было не только нравоучение, но и было воспитание через какие-то добрые, хорошие, полезные дела, а может быть, добрые, хорошие начинания, добрые, хорошие отношения между учителями и между детьми. Вот это самое главное, по-моему, потому что мы же не говорим с вами, что я работаю в образовательной организации по оказанию услуг. Я говорю, я работаю в школе учителем. Учителем – это значит учить. Сегодня я попытаюсь остановиться на работе таких органов, как Совет профилактики, и работе с несовершеннолетними, состоящими на учетах, на внутришкольном учете и на занятости учащихся, то, о чем уже говорила Лариса Владимировна. А начну я, знаете, с чего? С нашего закона с вами, с нашего основного закона об основах системы профилактики. 24 июня 1999 года он был принят, много вносилось изменений, но, тем не менее, по своей сути и по своей основе он остался неизменным. И мы знаем, что там есть такая статья 14 в этом законе, как раз говорит о тех полномочиях, которые осуществляют организации в сфере образования по профилактике правонарушений как субъекты профилактики. Почему я именно с этой статьи начала? Сейчас в последнее время очень много идет разговоров о том же внутришкольном учете. Ну, знаю, даже по городу Сыктывкару прокуратура говорила, что такого учета нету, внутришкольного учета, что такого понятия нету. Да, законодательно не утвержден внутришкольный учет. Но, обратившись к этой 14 статье, мы с вами что увидим? Что делают образовательные организации? Выявляют детей и семьи, находящихся в социально опасном положении. Ведут учет несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия и так далее. А что значит ведут учет и что значит выявляют? Какие действия мы можем с вами предпринять для того, чтобы выявить эту семью или, допустим, этого ребенка? И какие действия мы должны предпринять для того, чтобы мы вели систематическую работу с теми детьми, которых мы уже выявили? А в профилактике, ну как в любой, наверное, в любом абсолютно, в любой сфере деятельности должна быть система, должна быть последовательность, должны быть действия, которые вытекают одни из других для достижения какого-то результата. Это я подвожу к внутришкольному учету. Внутришкольный учет обязательно должен быть. Да, нет законодательного определения пока, к сожалению, но у нас вообще законодательство о профилактике правонарушений достаточно еще не систематизировано. Имеем мы с вами только один 120-й закон по большому счету и больше ничего не имеем. Но тем не менее мы имеем вот то, что я вам сказала в этом законе. Мое мнение как практика, внутришкольный учет, он обязательно должен быть. И на этом внутришкольном учете должны состоять дети, которые замечены в том же употреблении немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ. И те же дети, которые у нас совершили уже какие-то противоправные действия, состоят на учете в КПДН и ПДН. И дети, которые пока еще у нас
в нашем поле зрения, не в поле зрения полиции или каких-то других, того же КПДН, а дети, которые мы и называем в группе риска, с которыми надо работать по недопущению перехода этих детей на профилактические учеты, которые у нас обозначены законодательством. Вот это и есть внутришкольный учет. Для чего нам нужен внутришкольный учет? Да в первую очередь для того, чтобы у нас дети из группы риска не попали на профучеты в полицию и в КПДН. Для того, чтобы с ними системно работать. Чтобы с ними системно работать, для этого у нас есть органы, которые работают в образовательной организации. Да? Это педагогический совет, и это, безусловно, совет профилактики. Ну, перейду немножечко позже к совету профилактики, потому что, коль уж начала об этой статье говорить, то у нас, кроме внутришкольного учета, еще раз подчеркиваю, глубокое мнение, и многих, кстати, готовясь к вам на семинар, я все-таки посмотрела и в интернете, и по субъектам, везде, конечно же, ратуют за то, чтобы эти внутришкольные учеты обязательно существовали и обязательно действовали. И мы должны смотреть на свои локальные акты. Почему нам никто не запрещает даже локальным актом утвердить ведение этого учета внутришкольного, определить там критерии. Вот некоторые я из вас назвала, из них я вам назвала, по каким параметрам и где вы будете ставить, каким органом вы будете закреплять постановку детей группы риска на внутришкольный учет. Но, как правило, это, конечно же, опять-таки советы профилактики. И по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Очень много сейчас слышу, мы очень много с Ларисой Владимировной ездим по районам и слышим, вот не пускают, вот теперь частная собственность, вот мы, учителя, не можем зайти в квартиру, потому что нас просто-напросто туда не пускают. Вы знаете, я думаю, что мы лукавим друг перед другом. Да, безусловно, есть семьи, которые вас не пустят, если вы не проведете предварительную работу. Получил учитель первоклассников. Вот они, все хорошенькие, все в бантиках, все прекрасные. Как мы узнаем, созданы ли условия? Мы выявляем. Если есть слово «выявляем» в законодательстве, значит, мы понимаем, где и как он живет. В каких условиях воспитывается ребенок? Есть ли у него условия для его развития, для его занятия и так далее. Первый класс, первое родительское собрание. Почему не обыграть это так, чтобы родители не смогли нам отказать? Ну, пусть это будет 2 родителя. Если 2 родителя, 3 родителя отказали, мы уже задумаемся, почему же они отказывают? Значит, что-то не так, и мы можем найти другие пути. Как посетить этих родителей, как узнать о семье этих родителей. Для этого тоже у нас есть компетентные органы, как сейчас модно говорить, специально обученные люди. Да? Проводите первое собрание. Вы скажите, что для того, чтобы сплотить тот же дружный коллектив, ту же команду нас, единомышленников, родителей и учителя, нам надо знать о наших детках больше и о семьях больше. Поэтому в течение первой четверти, допустим, я бы хотела посетить ваши семьи не с целью посмотреть, у вас люстра за 1 миллион или за 20 рублей, а с той целью, чтобы посмотреть, как живет ребенок, какой психологический комфорт у вас дома. В первую очередь психологический, а не материальный. И я думаю, большинство родителей откроют вам дверь. А мы, как опытные педагоги, нам, наверное, достаточно посмотреть, как разговаривает ребенок с родителями, как он ведет, свободен ли он в общении, замкнут он в семье. То есть первое какое-то впечатление, пусть оно не сразу утвердительное, но первое впечатление у нас уже будет. Также поступать и в других классах.
Но если мы вдруг выявляем семью, которая действительно тревожит нас, и мы знаем, что в этой семье все не в порядке, но нас не пускают, опять-таки у нас с вами есть механизмы. Опять-таки есть механизмы. Мы можем обратиться к органам, если мы видим из беседы с ребенком, еще что-то. То есть мы ходатайствуем о том, чтобы нам оказали помощь в том или ином процессе для изучения этой семьи. Поэтому вот то, что нас пускают, не пускают, наша с вами заинтересованность. Потому что из собственного опыта я вам скажу, ведь не значит, что если мы знаем, что там папа пьет, то семья плохая, или там мама с папой ругаются. Да, безусловно, это не исключительная семья. Но ведь у нас есть семьи, которые нас не тревожат. Вот просто из собственного опыта. Ученик у меня был 8 класс. Мама очень, знаменитый человек, бесфамильно будем, да? Папа врач-психиатр. Вроде бы замечательная, благополучная семья. Вижу, что-то не то с ребенком. Вот не то, ребеночек как ежик, а ребенок 8-классник, уже достаточно большой. Правдами-неправдами попадаем в эту семью. И оказывается, что у нас замечательный папа-психиатр лупит там всех подряд смертным боем. Вот вам благополучная семья. Поэтому мы обязательно правдами-неправдами должны знать, как и где живет наш ребенок. И ведь зачастую душевные беседы с ребенком, ребенок больше откроется учителю и классному руководителю иногда, нежели кому-то другому. Это по поводу выявления семей. Поэтому мы должны с вами посещать семью. Но не в том плане должны, тут звучит мое слово, как обязательно должностные обязанности, а просто как учителя, для того, чтобы предотвратить те действия, о которых сегодня много говорила Лариса Владимировна, насильственные в семье. И еще обратить внимание, мы обязательно должны обратить внимание, и сейчас мы об этом очень много говорим, на те семьи, в которых дети воспитываются либо отчимом, либо мачехой, либо вообще в семье проживает просто человек, грубо говоря, извините, как мы его называем, сожитель. Вот эти семьи у нас все равно должны быть на особом контроле. Я не говорю, что это плохие семьи, бывают замечательные мачехи и просто супер отчимы, лучше, чем мамы, но встречается и обратное, к сожалению. И как раз в том плане насильственных действий, о которых говорила Лариса Владимировна. Обратить внимание на семьи опекаемые. Почему? Вот у нас идет статистика возврата семей, опекунских детей. Они все учатся в наших образовательных организациях, да? Вот я вам хочу сказать, что статистика-то это страшная. Ведь у нас возвращают очень много детей в возрасте 15-16 лет, в подростковом возрасте, так будем говорить. Поэтому вот с целью оказания педагогической помощи, именно педагогической помощи, этим семьям, может быть, почаще встречаться с опекунами, спрашивать, есть ли какие-то проблемы, оказывать какую-то психологическую помощь. У нас, слава богу, сейчас практически в каждом образовательном учреждении есть психологи. То есть сопровождать эту семью, может быть, даже не совсем гласно, но сопровождать. Также особо, потому что, опять-таки, при проверках выясняется, вот у нас, как правило, дети-сироты, если они одного возраста, они, как правило, у нас находятся в одном классе, что вот не совсем, наверное, правильно для адаптации их в тот социум обыкновенный, в котором мы с вами живем. Мы вот были в одной школе Сыктывкара, помните? И там как раз жаловалась школа на то, что они невыносимые, вот они приходят с детского дома, вот они то все. Давайте подумаем, как может быть хотя бы на время процесса, чтобы дети, вот как берут у нас сирот в семью, да, там на выходные еще что-то. Давайте подумаем, как во время образовательного процесса
Нам, может быть, хотя бы на 40 минут разъединить этих детей, чтобы они видели еще другие общества, другие коллективы. То есть вот во всех этих вопросах в первую очередь должна быть наша заинтересованность. Будет наша заинтересованность что-то изменить. Ну и как бы это ни звучало, наверное, эта фраза моя надоела уже всем, но я считаю, что все равно первую-напервую всем должна двигать наша педагогическая любовь. Мы с вами не урокодатели, мы с вами учителя. Это совершенно два разных понятия. Теперь о работе Совета профилактики. Вот тут хотелось бы, конечно, остановиться более подробно. Очень много мы просмотрели образовательных организаций в разных муниципальных образованиях и, к сожалению, отмечаем, что Советы профилактики у нас носят совершенно формальный характер. Где бы ни были, вы знаете, ну я не буду говорить о 100%, конечно, да, но те, к сожалению, может быть, мне не повезло, Наталья Владимировна, с образовательными организациями. Можно продолжать. Где мы просмотрели Советы профилактики, мы отметили формализм даже в рассмотрении вопросов. Но вообще, что такое Совет профилактики? Вы знаете, по большому счету, это самый главный орган может быть по работе, если правильно его поставить, по работе с детьми группы риска. То есть с теми, да, и в то же время и состоящими на учете и в других органах и учреждениях системы профилактики. Да? Это должен быть совет, он называется Совет профилактики. Вот само слово «совет», наверное, говорит о том, что здесь должны в этом совете присутствовать люди с разных органов и учреждений системы профилактики, а особенно общественность. Вообще совет, как правило, совет профилактики, он создается приказом директора, да? Приказом директора школы. Как правило, этот совет возглавляет директор, как правило. Но опять-таки тут нет четкой нормативно-законодательной базы, да, чтобы сказать, вот только директор и все. Ну, как правило, из практики и всю жизнь с времен Очагова и покорения Крыма, это был, конечно, директор школы. Важен состав Совета профилактики. Обязательное положение о Совете профилактики создается, которое тоже узаконивается локальным актом, да, образовательной организации. А вот по составу. Вот то, что мы видели, как правило, состав Совета профилактики. В лучшем случае далеко не везде ПДНщики-то входят, к сожалению, к великому. В лучшем случае, значит, это директор, завуч по воспитательной работе, социальный педагог, обязательно тут понятно, потому что у нас почему-то вся профилактика в образовательных организациях легла на социальных педагогов, опять-таки, из нашей практики проверок. Мы очень мало видим роль завуча по воспитательной работе, по крайней мере, опять-таки, в тех организациях, где мы были, и совсем небольшая роль классного руководителя. Глубокое мое убеждение от того, что как раз идет, тут даже не то, что сверху вниз, снизу вверх, но классная мама, как всегда назывался классный руководитель, это все-таки основное звено в создании коллектива, да, классного коллектива. Затем, простите, идут учителя, предметники, которые, безусловно, общаясь с классным руководителем, больше, чем кто-то другой скажет о том или ином ученике, у которого возникли какие-то проблемы, простите. Ну и, безусловно, завуч по воспитательной работе. Завуч по воспитательной работе – это, ну я не знаю, это координатор всех действий. А когда мы зачастую приходили в школу и говорили, вот Вася Иванов, вот что вы можете нам о нем сказать, и когда нам завуч отвечал, сейчас я позову социального педагога, вот мне кажется, это неправильно. Вот как бывшему директору, мне кажется, это неправильно. В школах у нас таких детей, ну, пускай 20 человек.
И, безусловно, классный руководитель, зауч, социальный педагог, директор, кстати, школы должны этих детей знать как отче наш. Значит, кто бы входил, чтобы была польза от совета профилактики? Туда, кроме директора, кроме соцпедагога, кроме зауча по воспитательной работе, в обязательном порядке должны входить сотрудники полиции. И так раньше было, всегда. Должны входить обязательно общественники. Вы посмотрите, у нас сейчас как много. Советы отцов, комитеты бабушек и так далее. Вот эти люди обязательно должны входить в эти советы профилактики. Для того, чтобы он был не для того, чтобы его провести и пропесочить очередного Иванова за его двойки, а протоколы, которые мы смотрим, мы смотрели, так и есть. Значит, в протоколе написано: рассматривали персональное дело Пупкина, Уткина там и так далее, и так далее. Человек по 12 за один раз. За двойки по предметам. Ну, если, знаете, так грубо говорить, двойки по предметам мы можем и на педсовете рассмотреть с вами. Потому что это педагогический совет с приглашением родителей, с выработкой какого-то комплекса мер по исправлению данной ситуации, по успеваемости. А совет профилактики, да, мы можем туда пригласить за непосещаемости двоечника, но это не должно быть, особенно двоечники, они не должны быть основными фигурантами на совете профилактики. Мы должны профилактировать ребенка. Вот ребенок, да, ребенок опаздывает в школу, ребенок неадекватно себя ведет, постоянно нарушает устав школы, постоянно нарушает правила школы. Да, ребенок, который у нас замечен уже был в краже, да, ребенок, который у нас там наркотики попробовал или так далее. Вот мы с вами вот этой бандой в лице общественности и родителей, и что немаловажно, обязательно приглашайте в советы по профилактике родителей. У вас же есть председатели родительских комитетов и так далее. То есть, понимаете, тогда этот орган будет рабочий. Потому что на этом же заседании мы сможем с вами порешать. Может быть, этот папа, который у нас с совета отцов, скажет: давай-ка я тебя возьму к тебе туда-то, туда-то, и буду твоим наставником. Ну, помни, с сегодняшнего дня ты мой второй сын. Или ты брат моей дочери. Вот туда мы пойдем. Понимаете, ведь, как правило, дети, которые у нас состоят на профилактических учетах, это дети, которые имеют проблемы не просто так. Все дети рождаются одинаковыми. А если они такими стали, значит, на это повлияла либо семья, либо общество, либо друзья, либо еще что-то. Но проблема выросла из чего-то. И чтобы решить эту проблему, иногда нас, учителей, мало. Потому что, когда смотришь индивидуальную работу с ребенком, мы видим: проведена беседа. Да вот вы только сами подумайте. Мало того, что они 40 минут нас смотрят, потом мы с ними опять беседу, как это нехорошо, я скажу родителям и так далее. В каждой беседе должна быть заинтересованность. Подключайте больше психологов. И даже в совет профилактики может входить психолог. Либо приглашать его. Вы рассматриваете момент, где мы будем знать, что этому ребенку нужна будет психологическая помощь. И вот на этом совете профилактики вместе с его родителями, вместе со специалистами, вместе с общественником мы найдем путь, как помочь этому ребенку. Я не говорю, что это панацея, что если мы так будем делать, то у нас все сразу будет прекрасно. Но мы должны пробовать это делать, и мы должны это делать. И если из 100 человек у нас 20 с вами изменят свое поведение, это ведь будет очень здорово. И постановка на учет, на внутришкольный учет, она может проходить решение на том же педагогическом совете, как и снятие с учета. А вот снятие с учета – это вот такой момент показательный и для других детей, который, может быть, можно как-то и анонсировать.
что вот у нас прошел такой-то, такой-то, да, прошло заседание Совета профилактики, у нас там Витя Степанов сделал то-то, 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 и он достоин уже быть снятым с учета. То есть позитива, чем больше будет позитива на наших детей, тем, наверное, они все равно дети, и у них все равно психология детей. И все равно доброта, я не говорю, что все, да, есть такие дети, сейчас сложные родители, сложные дети, с родителями, наверное, даже сложнее, чем с детьми. Вот поэтому я сегодня акцент делаю на детей, потому что корректировать родителей, наверное, ну, такой труд неблагодарный, так скажем. А вот с детками мы все равно что-то с вами сможем сделать. Ту же занятость решить ребенка. Ведь, понимаете, опять-таки, вот обижает наш формальный подход. Мы в начале года раздали всем, ты будешь у меня там, по их желанию якобы, да, ты будешь баскетбол, волейбол, ты будешь там, там, там. Все, мы заполнили для зауча и для Министерства образования наши таблички, и слава тебе, Господи, они у меня все заняты. Проверяем. Городская школа. Опять-таки с Ларисой Владимировной. Городская большая школа. Смотрим по списку. Ну, все просто душу радует. И тут вдруг наш подучетный попадается на глаза. А мы ему говорим, а что ты тут делаешь? Ты же должен быть вот сейчас на футболе. Он говорит, я уже 2 года туда не хожу. А в бассейн ты завтра пойдешь? Там написано. Бассейн, футбол, все как положено. А в бассейн ты пойдешь? Да я туда вообще не хожу. Вот кому мы это пишем? Ну, кому мы это пишем? Мы должны ребенка как-то спасать, а мы пишем для наших чиновников, чтобы нам поставили галочку, что у нас все хорошо, прекрасно. Вот давайте эту практику как-то немножечко забудем. Давайте вспомним, да, мы не вернемся уже к советской системе, наверное, к великому сожалению, к моему, по крайней мере, потому что я из той системы. Не вернемся уже, но надо к новым реалиям, к современным реалиям тоже как-то по-другому подходить. Но не ходит он. Ну давайте, я не знаю, у нас институт наставничества немножечко, ну дай бог, чтобы он стал таким, каким он должен быть. У нас все-таки институт наставничества тоже не должен состоять из проведения каких-то мероприятий, а он должен состоять четко. Он наставник. Что такое наставник? Вот персональный наставник, ну что такое наставник? Он наставляет ребенка, да? Само слово, у нас такой прекрасный русский язык. Он наставляет ребенка. И если кто давно в школе работает, вы прекрасно помните, какие были наставники. С производства, те же спортсмены, вели у нас какие-то объединения. И сейчас не все родители плохие. Не все. У нас большое количество хороших родителей. Это доказано и теми же советами отцов и так далее. Так поговорим, а вдруг у нас какой-то папа согласится на безвозмездной основе играть с ребятами в баскетбол в том же спортивном зале. Но спортзал должен быть свободен, а не занят арендой. Да, тяжело нам всем выживать, но школа все-таки для детей. Школа не для зарабатывания денег. Это, наверное, единственный институт сейчас еще остался, который мы можем все-таки в храм детства превратить. Вот это то, что о советах профилактики и о занятости детей. Контроль за занятостью. Обязательно все телефоны тренеров и так далее. И еще ведь очень хороший был стимул. И вот к учебе, кстати. Если мы знаем, что ребенок очень увлекается этим делом, допустим, ну тем же, я не знаю, футболом, да? Вот давайте вернемся к той системе, которая была, опять-таки, раньше, к сожалению, но она была. Тренер просит дневник у ребенка, или электронный, или так далее, или в данном случае, допустим, связь с тем же классным руководителем, да? И если у ребенка двойки, тренер его отстранял до тех пор, пока он не исправит эти двойки. Если ребенок увлечен,
А, как правило, на это тоже надо обращать внимание, если он живет этим футболом, этим баскетболом, этим картингом, еще чем-то. Ведь это тоже стимул. Это стимул ребенка к обучению. Ну, надо ему как-то в этом помогать. Так, ну и, наверное, все, вопросы ко мне. Этот вопрос был. А, Какие вы предлагаете? Пути решения проблемы, да, вот у нас спросила Афанасьева Татьяна, какие вы предлагаете конкретные пути решения наших общих проблем? Как мне кажется, Любовь Васильевна Я достаточно вот как раз пути решения и обозначила. осветила эту. Давайте, у нас будут пути решения, когда мы не будем барахтаться одни, а когда мы будем привлекать все стороны. А ведь все равно, как бы там ни было, вы знаете, общественность это огромная сила. Это огромная сила. И родительская общественность. Давайте обращайтесь к родительской общественности. К папам хорошим, к мамам. У нас ведь была практика не так давно, наверное, года 4 назад. У нас в одной школе 4 объединения вели мамы. Там было, значит, кройка и шитья, мягкая игрушка, еще что-то. Просто на безвозмездной основе. И ведь там дети ходили с удовольствием. В классе занимались, просто в классе занимались. Мама пятиклассников предложила, я могу вот это. Другая предложила, я могу это. Папа с мальчиками. И еще какой путь решения? Это убрать надо наше равнодушие. Наше равнодушие убрать. Если мы идем и видим, что стоят 12-летние дети, курят и матерятся, как сапожники, не побояться к ним подойти и сделать замечание. И поговорить с этими детьми. Вот и все. Любовь Васильевна, можно я добавлю? Насчет курения и выражения нецензурной брани все-таки есть ответственность. Поэтому в любом случае, вот когда, проходя мимо этих подростков, я считаю, что это чисто безнаказанность детей остается. Надо реагировать в любом случае и принимать меры, соответственно, к данным детям, чтобы не было повадно совершать более тяжкие, более особо тяжкие, наверное, правонарушения, преступления в дальнейшем, в будущем. Там он еще один вопрос, по-моему. Да, Любовь Васильевна вот озвучивает еще один вопрос. Постановка и снятие чуть выше, ниже, можно? Ага. Постановка и снятие... Нет, ниже. Еще ниже. Да, постановка и снятие с внутришкольного... Какой-то. Да, разве решением педсовета или все-таки советом профилактики? Совет профилактики, я же подчеркнула даже. Да. И чтобы еще потом анонсировать это, то чтобы дети знали хорошие. Да, не только о тех проблемных каких-то, да, ситуациях, а все-таки знали о том, как ребята себя оправдали, как они выросли, да. Так, Также на наши советы профилактики мы всегда приглашаем представителей. наставников Ни нам... разу никто не был, а наставников нам известны только их фамилии. Да, Давайте в рабочем порядке. Да. Мой телефон все знаете, звоните, и будут у вас и КПДН, и ПДН в советах профилактики присутствовать. Даже не сомневайтесь. В рабочем порядке звоните. Уважаемые классные руководители, Любовь Васильевна, немножко добавлю, да, мы бы хотели проанонсировать, да, вот разработку нового портала, единого портала для классных руководителей, да, на котором мы планируем раздел партнеры, и мы уже его начинаем оформлять. На сайт зайдите, пожалуйста, Александр Михайлович, если не сложно. Вот где новость, да, про наше сегодняшнее мероприятие. Криро продолжает цикл вебинаров, да. Вот профилактика безнадзорности правонарушений, да, наш сегодняшний онлайн-семинар республиканского уровня. Там внизу есть у нас, да, справочно, да, и вот ссылка есть на портал, который сейчас формируется. Можно зайдем, да, если не сложно? Нет, формируется портал, вот это, да. Нет, к сожалению, пока нет. Хорошо, извините, мы формируем портал, я его буду представлять завтра на Республиканском методическом объединении классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе впоследствии. Да, там есть у нас
раздел «Партнеры». Мы его будем заполнять не только республиканских партнеров, но и по муниципалитетов. Я думаю, мы будем сотрудничать и свяжемся с Ларисой Владимировной, потому что и с Любовью Васильевной, и с Галиной Викторовной, потому что эти люди очень ответственны в своей деятельности и всегда идут навстречу. На самом деле гораздо проще опускать руки и говорить о том, что вот нет психолога, нет у нас социального педагога и вообще некуда выйти. Такого быть, уважаемые коллеги, не может. Тем более вот сейчас наше время, да, когда мы оказались все в онлайн-режиме на связи, да, я думаю, что с партнерами можно сотрудничать в таком же режиме. И никто из вот здесь присутствующих наших деятелей не откажет, я думаю, выйти в очередной раз и поделиться с вами своим опытом, своими взглядами, своими убеждениями и, самое главное, рекомендациями, как можно поступить в сложных критических ситуациях. Спасибо вам огромное, Любовь Васильевна, за эмоциональный, яркий и такой действительно нужный, на мой взгляд, вот в теме, в разрезе нашей темы, да, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних доклад, потому что вы на самом деле направили наших классных руководителей по тем ключевым направлениям, которые действительно эту профилактику безнадзорности обеспечивают. Спасибо большое. Анастасия Николаевна, можно еще ремарку внесу? Уважаемые классные руководители, у меня как руководителя подразделения по делам несовершеннолетних огромная просьба к вам. Когда мы запрашиваем от вас характеристику на того или иного ученика, вот сразу читая ее, я вижу, кто знает своего подопечного, а кто не знает, кто работает с семьей, а кто не работает. Это первое. Второй момент, на что обращаю внимание. К сожалению, наша часть подростков, которые не достигли уголовно наказуемого возраста, мы рассматриваем вопрос о целесообразности помещения их в ЦВСНП, Центр временного содержания для правонарушителей несовершеннолетних, МВД Республики Коми. И очень такая смешная ситуация получается, когда уже материал собран, с комиссией по делам несовершеннолетних, мы пришли к единому мнению, что данного ребенка надо помещать в ЦВСНП, назначается судебное заседание, на это судебное заседание приходит преподаватель, либо социальный педагог, и вдруг выступление поворачивается в обратную сторону, когда, то есть не поддержит наше ходатайство о помещении ЦВСНП. Выходя после судебного заседания, начинаешь с этим преподавателем сказать, а что случилось? Жалко. Вот слушайте, вот это слово «жалко», вот кого вы жалеете? Подростка, вы понимаете, что такое Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей? Это ведь не тюрьма. Это санаторий. Можно сказать так, да, где ребенок получает пятиразовое питание, где с ним работают педагоги, где с ним работает психолог, который работает на коррекцию поведения данного подростка в целях несовершения в дальнейшем каких-то правонарушений или преступлений. Поэтому у меня к вам огромнейшая просьба, если мы принимаем такое решение изначально, и вы говорите, да, мы согласны, то давайте на суде мы будем держать единую позицию, а не так, что лебедь, рак и щука в разные стороны тянет данное событие, данную ситуацию. Это еще на данный момент хотела обратить внимание. Да, спасибо огромное, Лариса Владимировна. Смотрите, там есть еще сложности. Я рассказываю о сложностях, да. И все-таки в работе класса руководители испытывают, да, сложности. Да. Потому что... Вот смотрите. Да, за кражи 16-летних подростков не наказывает, все сходит, что уж говорить про... Тот же центр отправить очень сложно, говорят. Да, что... Видите? Все время жалеют. Слушайте, за кражу 16-летних подростков не наказывают, я с вами не соглашусь абсолютно. Почему? Потому что у нас, если за совершение мелких хищений по статье 7.27 Кодекса административных правонарушений, вообще в Кодексе административных правонарушений наступает административная ответственность 16 лет.
Поэтому в любом случае на подростка 16-летнего составляется административный протокол, направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения, да, наказания. Либо, если до 16 лет, то выносится определение об отказе в возбуждении административного производства, но копия также направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер общественного воздействия. То, что касается подростка, совершающего уже преступления в виде краж, ну, извините, это уже в судебном порядке, как они безнаказанно, не может быть такого. Нет, но здесь имеется в виду, что они не лишаются свободы. Ну, это уже Да. уголовное законодательство. Знаете, есть такая проблема, и мы ее, да, что уж мы ее обсуждали и говорили, и на высших уровнях говорили о том, что да, вот на общественном совете тогда говорили, в общественной палате. Да, к сожалению, суды наши редко принимают решение о закрытии, ну, видимо, тоже потому что жалко детей. То есть дальше административное всегда наказывается, если есть 16 лет, и штрафы выносятся. Но если я понимаю, что вы говорите о многократности и о том, что далее не идет наказание, ну, видимо, закрытие считают не самым хорошим. Здесь где-то, может быть, знаете, можно и согласиться. Можно я вам прочитаю Да, еще один вопрос. Несколько подростков отправить вот в этот центр за последние 2-3 года. Могу ответственно заявить, что никаких положительных изменений ни в поведении, ни в успеваемости не наблюдалось. И характеристики, которые они привозят оттуда, просто сказка, непонятно, о ком они. Часто в начале характеристики одна фамилия, а в середине текста другая, а в концовке вообще третья. Ну, давайте таким образом, про ЦВСНП и про то, что они приезжают и не меняют свое поведение. Вот смотрите, подростка мы изолируем, направляем в ЦВСНП 30 дней. Родителями кто занимается? Никто. А с ребенком занимается, он же возвращается обратно в ту же среду. Речь идет о характеристиках Да, да. Владимировна. И об этом идет. Да, Вот это тревожит. подходят и в Вы на это обращайте обязательно таких внимание. учреждениях формально. Ну, мы для себя возьмем, я Любовь Ивановне Поповой обязательно передам. Мы возьмем на контроль этот вопрос, да, и, может быть, даже рассмотрим его на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Но любая просьба, все равно классом руководитель, уважаемый, на 30 дней, когда подростка перемещаемся в СНП, в любом случае не забывайте про родителей, с ними тоже надо работать. Спрашивает, кто должен работать. И еще, вы знаете, вот когда такие случаи, я вас очень попрошу, выходите, пожалуйста, ведь мы не говорим, что в школах у нас есть проблемы, а в остальных субъектах, в том числе и в комиссиях, и в полиции, все прям замечательно, и мы вот самые хорошие, а вы там ничего не делаете. Нет, ни в коем случае, проблемы есть во всех наших учреждениях. Поэтому, если вот такая частная, вот возникло такое, что действительно безобразие, если вам прислали такую характеристику, ради бога, на сайте телефонной комиссии, на сайте мой телефон, я вам могу всем дать мой сотовый телефон. Пишите 8 912 96 МВД. 38 782. По любым вопросам обращайтесь. И здесь, да, есть проблема, есть недоработка, мы должны ее решать. Вот тогда мы на что-то выйдем. Да, мы с вами согласны, что это безобразие. В любом случае, поднимите, пожалуйста, его ниже спустите, пожалуйста. Тамара, к сожалению, отчество и ваш не знаю. Будьте добры, после проведения вот этого в режиме онлайн семинара, отзвонитесь Анастасии Николаевне, оставьте свои координаты, я свяжусь с вами лично. Спасибо. Спасибо за ответ огромное. Очень, я думаю, действительно важно и положительно узнать о той готовности, которую нам демонстрируют наши приглашенные специалисты. Но, уважаемые классные руководители, социальные педагоги, заместители директоров по воспитательной работе, по учебной работе, я вижу, что к нам подключены многие педагогические работники. Везде присутствует человеческий фактор. Давайте об этом не забывать. Вот как есть, знаете, хороший батюшка в церкви, да, скажем так,
и, ну, вот, к которому все идут и к которому, так сказать, расположены. Но есть вот несколько формальный подход, может быть, даже в таком вроде бы учреждении, да, не учреждении, а в храме, да. Ну, то есть тут, понимаете, так можно говорить и про классных руководителей, и про чиновников, и про сотрудников каких-то организаций. Поэтому здесь очень важно действительно не заниматься попустительством, а заявлять о проблемах, решать эти проблемы, привлекать к решению этих проблем специалистов. Вот в это наша основная задача, уважаемые педагоги. Спасибо вам огромное, Любовь Васильевна, спасибо вам огромное, Лариса Владимировна, за интересную дискуссию и ответы на вопросы, которые наши классные руководители получили. Заполучили даже телефон Любовь Васильевна. Пожалуйста. Спасибо. Да, спасибо вам огромное. Что ж, уважаемые классные руководители, мы продолжаем наш онлайн-семинар, и сейчас слово предоставляется для доклада, для такой беседы содержательной, интересной, которая у нас сегодня с вами развивается здесь, Галина Викторовна Киселева. Добрый день, уважаемые участники вот этого семинара. На мой взгляд, он действительно сегодня очень актуален. Актуален с точки зрения ответов на те вопросы, которые такие понятные, но решать их бывает очень непросто. Если мои коллеги до этого, профессионалы, каждый в своей сфере, давали конкретные рекомендации, акцент делая именно на том, как профилактировать работу с несовершеннолетними, я увидела вопрос, который очень хорошо был сформулирован в чате. А есть ли советы профилактики для родителей? Коллеги, наверное, это не менее актуальный вопрос, поскольку классный руководитель, который всегда оставался классным руководителем, невзирая на то, какую оплату ему там производили и так далее, это человек, контактирующий в первую очередь с родителями. Говорить можно много о том, что сегодня классный руководитель в иной, совершенно в иной ситуации, нежели в школах 70-х, 80-х годов. И родители вроде как не те, но меняется общество, меняется все, меняется школа. Вот она уже у вас и не школа, а образовательная организация, и вы вообще не уроки ведете, а вы, оказывается, услуги оказываете. И так можно долго говорить и сетовать на то, что вот в нашей жизни произошли изменения не в лучшую сторону. А я думаю, что все не так плохо. И сегодня это звучало из уст и Любови Васильевны, и Ларисы Владимировны. В первую очередь на первое место, конечно, встает личность. Личность педагога, личность родителя, личность ученика. И чтобы сегодня начать работать так, чтобы мы увидели те результаты, нам захотелось в конце концов сказать, что вот мы там добиваемся позитивных результатов, и этот закон в основах профилактики и руководства СТИМ мы справляемся с задачами. Это все непросто. Наверное, надо начать в первую очередь с того, чтобы ответить себе на вопросы, какие сегодня дети. А знают ли родители, какие сегодня дети в целом? Вот это интересный вопрос. Одновременно задать вопрос, а какие сегодня родители? А знают ли сами родители, родительское сообщество, какие они? Они вам скорее опишут вас, педагогов. Они расскажут столько всего, что будет являться в первую очередь претензией к вашей работе, но ни в коей мере не к себе. Так вот, мне думается, надо начать с того, что вот эти вопросы задать на родительских встречах, на родительских собраниях, которые можно проводить не обязательно в традиционной форме, как мы привыкли, собираем их на родительское собрание, которое вмещает в себя массу вопросов, и в том числе материальные. Это является ничем иным, как у родителей вызывает негатив и ожидание того, что ну вот опять будут просить деньги на что-то. А вот сделать такие встречи, которые позволят родителям открыть для себя что-то новое, открыть в себе что-то новое, в своих детях, в тех отношениях, которые необходимо выстраивать между школой и семьей сегодня. В чем сложность видит педагог, а какие сложности видят родители? Мне кажется, меняя формат работы с родителями, мы можем гораздо большего добиться. Почему мне так кажется? Ну, казаться может всякому. Ну, во-первых, я педагог по образованию. Была классным руководителем.
Знаю, как непросто выстраивается эта работа. Ну, кто-то когда-то мне уже писал в чате, вы были педагогом вот как раз в 70-е и 80-е годы. Но я глубоко уверена, что школа как таковая – это отражение той жизни в обществе, которую мы сегодня имеем. Было то общество без гаджетов, без обилия каких-либо отвлекающих моментов, была дворовая культура, были детские дворовые игры, сегодня этого нет. Так вот это как раз должно стать темой для разговора, а что в этих условиях делать? Смотрите, если бегло посмотреть, что сегодня говорят дети. Сегодня дети говорят, что они находятся под гиперопекой родителей. Родителям очень хочется знать, где ребенок в любой момент, куда пошел, где общается, в какие кружки. А еще лучше родитель знает, сколько кружков посещать, какое дополнительное образование еще надо дать, и не жалеет на это ни сил, ни средств и так далее. Ребенок занят, родителям на душе легче. Некогда тратить время на какие-то непонятные действия. Казалось бы, хорошо с одной стороны, но родители не знают о том, что дети еще говорят, что очень часто за вот этой видимостью ребенок занят, за него беспокоиться не надо. Дети чувствуют, что вообще-то они не очень и интересны родителям. Родители выполняют некую такую миссию, ориентируя ребенка на будущее. Ему в этой жизни жить, ему нужно будет конкурировать за место под солнцем, ему надо будет себя рекомендовать, а поэтому пусть он побольше знает, пусть он побольше всего и так далее. Вот этого всего побольше. Вообще у ребенка есть жизнь. И жизнь эта не черновая. Она у него идет сегодня. И если мы с вами себя вспомним детьми, а вспоминая детство, мы что вспоминаем? Вот те моменты, которые связаны с некой какой-то сказкой, с каким-то волшебством. Скажите, пожалуйста, а мы не лишаем сегодняшних наших детей вот этого будущего окунания в детство для того, чтобы почувствовать вот эту радость детства? Это вопрос на размышление. Это я еще раз акцент сделаю на том, что это может стать предметом серьезного разговора с родителями. Вы понимаете, что сегодня мы с вами, говоря о профилактике, правонарушений и так далее, в первую очередь должны понимать, работа не с теми, у кого в семьях не все ладно, на наш взгляд, по нашей оценке, а вообще в целом с семьей, потому что это наше будущее общество, это наши установки. Меня очень, например, тревожит, что сегодня школа и родители, ну, во всяком случае, так позиционируются в средствах массовой информации, стоят как бы по разные стороны баррикады. Это очень тяжелая ситуация, и нам ее с вами надо менять. Итак, мое предложение. Разговаривать сегодня с родителями надо на встречах, на собраниях, посвящая самым важным таким вопросам, какой сегодня ребенок, какие трудности испытывает родитель, работая, воспитывая свое дитя, какие трудности воспитывает педагог, когда он в школе учит. А все остальное, вот эти моменты, которые выбиваются, казалось бы, из нормативов, да, вот они пусть рассматриваются на советах профилактики, там еще что-то такое. Но желательно вообще не доводить до советов профилактики, потому что ребенок некогда, оказавшийся в ситуации какого-то изгоя, выбившегося из норм поведения, очень тяжело восстанавливается. Поэтому я понимаю этих учителей, педагогов, которые говорят, не хотелось, не хочется ему портить жизнь, не хочется его там подвергать каким-то вещам, потому что вы педагоги, вы люди, которые детское сердце чувствуете, а поэтому вы действительно очень осторожно относитесь к таким мерам и получаете за это от тех органов, которые осуществляют надзор. Так вот, для того, чтобы не получалось так, мое второе предложение. Вот на таких встречах должны быть обязательно представители, в том числе и надзорных органов, родительская общественность, представители субъектов профилактики, они тоже заинтересованы в том, чтобы у нас с вами не было вот этой циферки роста процентов чего-то, потому что за каждым маленьким полупроцентом чья-то детская, в первую очередь, жизнь. И наша с вами судьба. Давайте делать эти встречи совместными. А еще лучше делать их не... Знаете, не просто как вот сегодня диспут, разговор, завтра. Это замечательные формы. Без этого, без общения не выстроится понимание, куда дальше двигаться. А еще лучше привлекать сегодня достаточно интересные общественные объединения, которые не педагоги,
но они педагоги по своей сути, наверное, по рождению, которые чувствуют, что можно и как можно по-другому сказать ребенку о той проблеме, которая сегодня существует в классе, в школе, в нашем обществе. Маленький конкретный пример. Ну, мы уже с вами, наверное, наслышаны о том, что очень часто о наших детях говорят, растет жестокость среди детей. Но ведь жестокость всегда существовала среди детей, поскольку ребенок – это такой же человек, как и мы с вами, со своими привычками, с последствиями воспитания родительского и так далее. Может быть, просто сегодня она более ярко высвечивается благодаря современным информационным источникам. Это другой вопрос. Но не тревожить сам фактор нас с вами не может. Жестокость – это показатель бессилия в первую очередь. Как понимает сегодня тот ребенок, который совершает в отношении другого неправомерные действия, вот можно все что угодно, и на статью ссылаться. Вот только Лариса Владимировна говорит, казалось бы, знают какие статьи, и проводят беседы, и предупреждают, и так далее. А они не боятся. Понимаете, слово «бояться» не самый лучший способ, потому что тот, кто боится, тот начинает изощренно действовать и ухитряется придумывать другие формы, более изощренные, более мерзкие в поведении другого человека, если у него вот здесь желание кому-то причинить зло. А вот сделать так, чтобы этот ребенок вдруг поймал себя на мысли, что это не просто безобразно, что это унизительно в первую очередь для него. Вот тут, мне кажется, будет полезным привлекать как раз людей, которые занимаются тем, что распространяет совершенно другую вот эту культуру общения с детьми, когда ребенок прочувствует, через душу пропустит ситуацию, в которой он с негативной оценкой к тому, что происходит. Я говорю сейчас о существующей форме, которую применяет Общественный совет при МВД, поскольку у нас является член Общественного совета инициатором вот такой формы, форум-театр. И мы 2 спектакля уже провезли по ряду школ, и везде мы видели положительный отзыв не только со стороны детей, но и коллег-педагогов. Надо сказать, что неплохо было бы еще и родителям это увидеть. Когда проигрывается спектакль, кусочек спектакля, вот она, сценка из обычной жизни, сценка жестокости, причем изощренной жестокости. А дети, все это видя, имеют возможность на каком-то этапе при остановке спектакля высказать свою точку зрения и попробовать сыграть эту роль по-другому. Вы знаете, дети никогда с этого спектакля не уходят равнодушными, они никогда не убегают сразу, они остаются, думают. Мало того, очень интересно наблюдать за лицами детей. Я сама просто вот потрясена бываю за поведением тех, на кого нам уже показали педагоги, что вот этот у нас, так сказать, и есть тот объект, которого вот надо бы. А он в течение всего спектакля скрестил руки на груди, опустил голову, и он ни разу не поднял даже глаза. Причем не было смеха, он просто сидел, вот это глубокое проникновение. Ну, мир искусства, сами знаете, как действует на наши чувства, на то, что должно вообще с человеком происходить. Я к тому, что когда все меры хороши, и рассказать о нормах закона, это очень важно, информирование очень важно как для детей, так и для родителей. И рассказать о последствиях, и рассказать о тех формах, которые сегодня существуют, и они сами по себе ужасны, если ты совершишь то-то, то-то. Это тоже важно знать, потому что я достаточно часто бываю еще и в местах лишения свободы и встречаюсь с детьми, которые сидят в камере за правонарушение. Уважаемые коллеги, когда я узнаю, какое он совершил правонарушение, становится до того как-то вот диссонанс какой-то в чувствах. Мальчишечка, приятный на вид, но глазища испуганные. Он только там осознал, что он натворил и с каким ужасом он ждет дальше продолжения своей судьбы. Мне иногда кажется полезными были бы и такие вещи показывать, и, может быть, имеет смысл показывать, но это все. Уважаемые коллеги, педагоги, классные руководители, все надо обсуждать сначала с родителями. И это все только тогда может иметь успех, когда наши с вами родители включатся в этот процесс обсуждения проблемы.
Я могла бы говорить очень много, я к этому сегодняшнему семинару много готовилась и просмотрела мониторинги, что меня волновало в отношениях, в том числе и родителей с детьми. И больше всего меня поразило, когда наши дети, 25% наших детей, родители это должны знать, ощущают себя в семьях. Я не говорю, что это семьи социально опасного положения там и так далее. Нет, это обычные семьи, самые разные. И благополучные в большинстве своих случаев. Когда ребенок говорит, я себя не ощущаю там нужным, я там не востребован. Когда 31% наших детей говорит, что да я могу и домой не прийти, переночевать там у кого-то, достаточно только сказать, а иногда я не говорю родителям, они могут даже не заметить. И это говорят те дети, у которых семья благополучная. То есть нельзя сегодня разделять между благополучной и неблагополучной семьей. Это уже градация для сотрудников определенных органов. А нам с вами в школе, нам с вами надо в первую очередь всех родителей объединять для того, чтобы они задумывались о тех вопросах, которые их волнуют, и вас в том числе. И вот в связи с этим в одной из школ Петербурга, к сожалению, я не владею информацией по Республике Коми, был проведен тоже мониторинг среди родителей, которые обозначили самые главные, самые больные для них темы, и они бы хотели, чтобы в школах работа по этим темам прошла. Смотрите, что было на первом месте. Как правильно общаться и сохранить контакт с собственным ребенком. На первое место вышла эта проблема. Значит, нам действительно имеет место обсудить ее с нашими родителями, подготовиться так, чтобы могли и психологи здесь быть. Вот вы тут написали, что не везде есть психологи, а это очень больной вопрос. Но давайте будем так говорить, не каждый психолог готов очень, так сказать, глубоко проработать, поскольку на самом деле это очень сложная тема. Я не буду дальше перечислять по убывающим. Получается, что всего было задано... Так, сейчас скажу. Вот, так, 14 вопросов. Так вот, 12 вопрос. Права и обязанности ребенка, родителя и педагога. Родителей волнует, оказывается, это. Далее, 13 вопрос. Формы партнерства и взаимодействия школы и семьи. Родители этот вопрос поднимают. Ну, на последнем месте была подготовка ребенка к школе. Интересная сама по себе постановка вопросов, когда сами родители определяют вот эти встречи, полезные для них, для того, чтобы мы могли действительно, привлекая родителей в школу, разговаривать с ними не о том, какие проблемы его ребенка, за что его наказать и так далее, и так далее. И я бы хотела еще маленький такой штрих сделать в отношении посещения семей. То, что сегодня на самом деле опасно посещать семьи, мы знаем. Но в этом случае одному классному руководителю, может быть, и не надо идти. Редко так бывает, что в школе не нашлись активные родители, которые бы входили в родительский комитет. И вот вместе с родительским комитетом, если вы считаете, что в семье не все ладно, лучше идти туда вот, всем вместе. А еще бы хорошо, чтобы шли папы. Сегодня папы наши все больше активизируются, сегодня папы наши все больше включаются в общественное такое движение, поскольку Совет отцов действует. Сегодня очень хорошо позиционируются мужчины, ветераны боевых действий. Они осознают, как непросто сегодня в наше время нашим детям постигать те серьезные задачи, которые ставятся перед обществом. Вот мы говорим о национальной идее, патриотизм. Но давайте согласимся, что такой серьезный, глубокий смысл у этого слова, что какими бы лекциями мы с вами, как бы мы ни произносили проникновенно эти слова, лучше, чем тот, кто защищал Родину, кто в глаза смотрел смерти, кто спасал товарища, кто держал в руках оружие и знает цену этому оружию, не расскажет, не покажет нашим мальчишкам все это. Вот я опять вернулась к тому, что когда мы боимся идти в семью, и для этого есть повод, мы можем использовать один факт, но мы можем еще и очень серьезно большую работу проводить с привлечением активных общественных объединений. Чтобы не задали такой вопрос,
а где там, где кого привлекать, мы можем опять, поскольку я являюсь председателем общественного совета при МВД, с Ларисой Владимировной выставить в нашей группе, у нас есть ВКонтакте группа «Общественный совет при МВД», мы выставим те координаты и тех людей, те организации, которые всегда откликнутся, будут готовы принять участие в работе. Было бы здорово, если бы вы пополнили вот эту страничку еще и своими координатами, поскольку это мы больше знаем в республике, в Сыктывкаре, где-то в районах, но надо отдать должное, что сегодня, благодаря в первую очередь, конечно, самому МВД, организуются серьезные выездные мероприятия, такие, которые привлекают всех общественников. Все они делаются для того, чтобы помочь педагогам. Вот никто никогда меня не убедит, что в школу идут учителя, ну, как говорят, учителя идут не просто учить. Они никогда не будут просто учителями. Они в первую очередь воспитатели. Они эталон для всего общества, для учащихся, для родителей. И каждое их слово, да я не говорю, что там слово, все в целом, как выглядит даже учитель, как он себя ведет, это фактически образец для воспитания. Поэтому я обращаюсь к вам сегодня, коллеги, не обращайте вы внимания на те неподобающие обращения, какие-то видеоролики, какая-то грязь, которая выставляется сегодня, чтобы опорочить учителя. Если вы сегодня в школе, то вы там, где вы должны быть. И не 5000 вас сегодня привлекает. Никогда, вот мне говорят, сегодня доплата 5000. Посмотрели бы они объем работы классного руководителя вот на эти самые 5000. И когда 5000 не платили, классный руководитель всегда работает по полной. И в первую очередь он работает на всех фронтах. Родитель, твой же коллега, педагог, ребенок, и я уже не говорю, что со всеми, вот даже мы сегодня с вами общаемся, это совершенно уже другие сторонние организации, а вы со всеми готовы работать. Поэтому могу пожелать огромного успеха и в качестве предложения, вот просто в качестве предложения еще раз делаю акцент на том, что выстраивая план работы, воспитательный план работы, который у вас проверяют, оценивают и так далее, наполняйте его на самом деле мероприятиями, которые вы точно будете знать, сработают на результат. А для этого приглашайте общественников, активных, их сегодня много, они готовы поделиться с вами и своими знаниями, и своими наработками, формами работы. Ларисе Владимировне удается разговаривать с начальниками управления, убеждая в том, что в школы надо пускать общественников. Тот когда-то говорил, да в школу не пускают, нельзя и так далее, и так далее. Ну вот мы с вами в условиях карантина фактически сколько уже объехали школ, и никто нам не запрещает, потому что это важно. С нами в общественном совете работает отец Максим. Удивительный человек. Человек, у которого слово проникает настолько в душу, что его надо обязательно приглашать на встречи и с родителями, и с детьми, поскольку это то, что нужно. То, что сегодня нашу с вами душу будет наполнять силой, потому что много сил уходит на постороннее. Вот на ваши эти огромные бумажные отчеты учителя очень многие в качестве одного из таких отрицательных аргументов, мешающих их работе, приводят огромную отчетность. Это все высасывает энергию и, к сожалению, не восполняет. А вот общение с батюшками и нам с вами полезно, и детям полезно, и, безусловно, родителям. Мы были в Сыктывдинской школе номер 2 в Выльгарте, куда вот низкий поклон директору и всему коллективу. Риме Степановне, да. Да, когда мы говорили о том, что важно, чтобы родители собрались, а у нас зал был битком. Мало того, папы пришли. Это ж как они работу-то провели. Папы пришли, был весь кабинет заполнен папами. Совет отцов проводил, с отцом Максимом как раз. И надо было видеть опять лица наших мужчин, когда они выходили. То есть мы с вами должны сегодня как можно больше общаться и не на тему, как наказать, как предостеречь и так далее, а о тех болевых вопросах, которые нас сегодня волнуют, поскольку все это скажется в целом потом на судьбе наших детей. Итак,
Говорим ли мы сегодня с родителями об этом? Я не работаю сегодня в школе, я не знаю. Но мы, когда выезжаем, говорим, готовы быть вам тоже полезными. Ну, очень коротко сократив, поскольку конкретные вам дали рекомендации мои коллеги. Спасибо вам большое за внимание. Успехов, и я верю в педагога. Никто нас с вами, педагогов, никогда не заменит. А родители будут благодарны, если вы будете к ним идти с открытыми вопросами, что вас волнует. Спасибо. Галина Викторовна, спасибо вам огромное за такое теплое, душевное послание, которое, я думаю, вдохновляет и окрыляет не только меня здесь рядом с вами присутствующих, но и наших участников и слушателей семинара. По вопросам, да, там был вопрос о протоколе заседания, да, Совета профилактики. Да, я думаю, что мы найдем и подвесим даже к нашей трансляции, да, документ. У нас есть такая техническая возможность. Либо тут комментарий был по поводу посещения, да, школ, дом семьи, родительских домов, да. Вот в Ижме есть такой чуть ниже. Смотрите, какой вопрос важный. Да-да-да, мы уже для себя записали. То есть вот там осуществляется посещение семьи, да, рейды, совместно с инспектором ПДН и отделом семьи. Но это рейды. А в семье, в классе, в моем, все-таки с рейдом не пойдешь к ребенку. Да, конечно. А пойдешь с другой совсем целью. Если есть опасения. Да. Просто к тому комментарию, который тоже был, что если есть вот опасные действительно просто родители, да, для педагогов непосредственно, то тут мы привлекаем, конечно, уже к сотрудничеству тех людей, которые в этом вопросе компетентны. Это очень важно. И вопросик еще, да, был вопрос? Родители идут на сотрудничество. Да, родители на самом деле идут на сотрудничество. Тут, конечно, бывают какие-то такие моменты, ну как без этого тоже. Да, согласна. То есть самое главное не сдаваться, самое главное поддерживать наших обучающихся, наших ребят, потому что, ну, кто, если не мы, если так случилось в их семьях, что родители, к сожалению, ну, не могут оказать той поддержки, которую способен оказать компетентный и профессиональный педагог, классный руководитель. Ну, не зря же есть выражение: кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Согласна, абсолютно, да. И я думаю, что мы будем искать в первую очередь возможности. А теперь немножко о возможностях, да. То есть я бы хотела рассказать сегодня нашим классным руководителям, заместителям директоров, которые к нам присоединились, педагогам, психологам тоже присутствуют у нас сегодня среди участников, социальным педагогам, да, о том, каким образом можно подходить к разработке плана профилактических мероприятий общеобразовательной организации. Ну что ж, методические рекомендации по профилактике безнадзорности детей, это письмо Минпросвещения 31 марта 2020 года, номер 07-2477, содержит ключевые направления работы школы и других участников системы профилактики. Документ был разработан весной для реализации концепции развития системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. Понятно, что потом у нас ожидают новый документ и новые направления, которым нас сейчас и подводят эти методические рекомендации. Основные задачи, которые должны выполнять все участники системы профилактики. Заметьте, да, про ключевой момент тут все участники системы профилактики. То есть мы говорим прежде всего о сотрудничестве с организациями и с людьми, которых можно привлечь для работы и действительно эту работу активизировать. Основные задачи, которые нам предлагаются в данном документе. Первое – это предупредить безнадзорность, беспризорность, правонарушения, антиобщественные действия детей, выявить и устранить причины и условия, способствующие этому. Вторая – обеспечить защиту прав детей, провести социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. И третье – выявить и пресечь случаи вовлечения детей в преступления, другие противоправные антиобщественные действия, склонение их к суицидальным действиям. Мы предлагаем вам сгруппировать мероприятия плана по основным задачам профилактики. То есть вот каким образом он может выйти, да? Каким нам видится первый шаг, да? Нужно разделить план профилактических, возможно, да, это рекомендация прежде всего, разделить план профилактических мероприятий школы на 3 блока, которые связаны вот с задачами и направлениями, озвученными выше.
Например, предупреждение безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий детей, защита прав, социального и педагогическая реабилитация, выявление случаев вовлечения детей в правонарушения. И в каждом блоке предусмотреть мероприятия со школьниками, родителями, другими организациями, партнерами, да, которые тут тоже были озвучены, Любовь Васильевна привела яркие примеры, ну и, понятно, правоохранительными органами и представителями этих организаций. Вот перед вами план мероприятия по профилактике безнадзорности, да, и здесь мы видим, что, например, под первой задачей, да, у нас какие могут быть включены сюда мероприятия. Но это выявление учащихся группы риска, ведение банка данных детей группы риска и тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации в течение учебного года, выявление интересов и увлечений детей с проблемами в поведении, индивидуальное и групповое исследование личности ребенка, тестирование, беседы и консультации, где есть педагог-психолог, да, действительно этим вопросом занимается прежде всего он. Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей с девиантным поведением. Социальный педагог, если есть в общеобразовательной организации, занимается составлением списков обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле в отделе по делам несовершеннолетних, опекаемых и из многодетных семей, согласует списки со специалистами учреждения системы профилактики. Да, то есть вот классные руководители прежде всего выявляют учащихся группы риска, ведут банк данных детей группы риска и сообщают о тех проблемах, которые существуют у обучающихся в классе, и о той трудной жизненной ситуации, в которой они оказываются. Также классными руководителями ведется активная профориентационная работа, да, тестирование, собеседование, беседы с представителями организаций профессионального образования, то есть то сотрудничество с социальными партнерами, о котором мы говорили. Педагог-психолог предлагает, конечно, социально-психологические тренинги, которые также эффективны в профилактической работе. Вот, например, здесь предложены некоторые темы, и вот хотелось бы выделить про жизнь, правила расстановки ориентиров на жизненном пути. Да, то есть вот мы все-таки говорим прежде всего об этом, о том, как мы направляем наших ребят. Далее, шаг второй. Очень важно скорректировать образовательные программы. Это уже, наверное, больше к заместителям директоров и к тому активу педагогов, которые занимаются методическими разработками в своей общеобразовательной организации. То есть мы говорим о том, что можно внести изменения в рабочие программы по предметам и курсам неурочной деятельности, в программы воспитания и социализации, программы формирования универсальных учебных действий, чтобы мероприятия по профилактике безнадзорности стали частью реализации основной образовательной программы. Направления профилактики безнадзорности совпадают с задачами национальных проектов. На это мы тоже обращаем внимание, и об этом говорится в методических рекомендациях. Профилактике нарушений среди детей способствует прежде всего внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, которые ведут к повышению мотивации детей к учебе, об этом тоже сегодня было сказано специалистами, продвижение традиционных семейных ценностей, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития талантов у детей, направление на самоопределение, профессиональную ориентацию всех учеников, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, создание условий для реализации наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, да, вот об этом нам говорила Галина Викторовна, и также в том числе и в сфере добровольчества, волонтерства, да, которое мы тоже способны организовать. Формирование здорового образа жизни, преодоление жизненных ограничений, социального поведения, детских суицидов и других причин потери детского населения. Чтобы включить приоритетные направления национальных проектов в работу школы, нужно добавить занятия, в том числе внеурочные, соответствующей тематике. Например, чтобы привить традиционные семейные ценности и развить дух волонтерства, организуйте для детей классные часы, экскурсии и целевые прогулки. Занятия можно проводить в форме рассказов и бесед о родном городе, стране, поселке, селе. Можно обсуждать изменения в облике своих населенных пунктов. Делайте акцент на том, что человек может достичь больших результатов, только если ему помогают другие. Очень важно показать также яркий пример наш. Посмотрите, как мы сегодня, да, в такой приятной обстановке обсудили столь важные и нужные, я думаю, проблемы, которые существуют и у вас, и вот в нашей республике, которые мы способны все-таки решать.
Инициируйте социально значимые проекты, экологические благотворительные конкурсы и акции. Участвуйте в таких мероприятиях на региональном и федеральном уровне. Добавьте в основную образовательную программу курсы по цифровым технологиям и безопасности в цифровой среде. Вот об этом тоже было сегодня сказано. И включайте такие разделы в состав предметов, например, информатики, технологии, ОБЖ. То есть мы можем корректировать, да, какие-то программы учебные и добавлять вот эти темы, которые действительно сейчас становятся очень важными. Потому что из доклада Ларисы Владимировны было видно, да, что, я думаю, это ощутили все, насколько обстановка вот нынче с информационной безопасностью, к сожалению, критична. Сотрудничайте с другими школами, организациями, органами системы профилактики безнадзорности, используйте совместные продукты, делитесь опытом, распространяйте успешные проекты, программы, методические материалы, образовательные кейсы. В этом всегда идет навстречу Комиссия республиканских институт развития образования. И мы все-таки рады тому пополнению банка данных и интересных практик, которые мы планируем все-таки располагать на тех интернет-ресурсах, которые мы для вас запланировали. В частности, методический портал, который в самое ближайшее время будет для вас в доступе. Участвуйте в совместных семинарах, лекциях, круглых столах, мастер-классах с органами внутренних дел и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, с органами управления образованием, органами опеки и попечительства. То есть посмотрите, сколько есть партнеров, да, на которых мы можем выйти. Привлекайте к работе уполномоченного по правам участников образовательного процесса, поскольку он занимается правовым просвещением и конфликтами среди обучающихся и родителей. Да, и об этом тоже сегодня поступала от вас, уважаемые коллеги, обратная связь. Посмотрите вот далее на шаг 3, который существует. Да? Вот мы об этом тоже говорим. То есть получается, что у нас важно, кроме всего прочего, повышать квалификацию педагогов. То есть важно предложить директору школы включить в график повышения квалификации учителей курсы по классному руководству, цифровой компетенции, правовой грамотности, информационной безопасности детей. Сотрудничать с органами системы профилактики безнадзорности, другими школами, организациями. Я уже об этом говорила. То есть вот важно все-таки, да, вот эту информационную среду обеспечить и среду, в которой мы можем общаться и в прямом диалоге говорить о тех проблемах, и также отвечать на те вопросы, волнующие и родителей, и обучающихся, и нас, педагогов. Далее, на что бы мы хотели также обратить внимание по поводу плана, да, здесь вот в разрезе тех задач, которые были озвучены, да, в соответствии с методическими рекомендациями, есть перечислены другие мероприятия, возможные для проведения вашей общеобразовательной организации. Например, в направлении защиты прав и законных интересов детей, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, можно для классных руководителей привлечь детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках. Об этом тоже было сказано. Секциях, общественной работе. И план также должен включать данное направление. Составлять план индивидуального сопровождения учащихся, замеченных в употреблении алкоголя и психоактивных веществ. Вести дневник индивидуальной воспитательной работы с учащимися, состоящими на учете в отделе по делам несовершеннолетних и внутришкольном контроле. Педагог-психолог может осуществлять индивидуальное психологическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. И об этом тоже поступала обратная связь, каким образом осуществляется такая работа в вашем населенном пункте. А также по четвертям регулярно организовывать встречи с представителями КДН, УВД и МЧС. Да? И тоже очень важно выходить на таких партнеров и с ними сотрудничать. Также проводится диагностика, я думаю, она проводится вообще в общеобразовательных организациях, да, и анкетирование ребят о занятости во внеурочное время, об отношении к наркотикам, алкоголизму, табакокурению. Но очень важно это сделать корректно и действительно не просто для того, чтобы отписаться, да, от этой ситуации, представить ложный, может быть, материал, не соответствующий действительности, а правда обратить внимание на проблемы ребят и идти от этих самых проблем к их решению. Ну и вот предлагается также мониторинг фактического охвата дополнительным образованием и досуговой занятостью учащихся в школе по полугодиям. Игровой практикум, например, нарушение закона и как уберечь себя от вовлечения в преступление. И неделя правовых знаний, которая может быть, например, осуществлена в декабре, даже вот текущего года.
То есть этим все-таки в неделе правовых знаний занимается прежде всего заместитель директора по воспитательной работе. То есть комплекс мер, который принят, да, именно в профилактической работе, способствует решению тех проблем, о которых вы сегодня нам говорили и на которые мы отвечали вам своими какими-то сообщениями и делились своим опытом. Далее, на что бы хотелось обратить внимание, ну вот здесь представлены те организации, с которыми важно сотрудничать, да, то есть это комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы. То есть вот сколько партнеров, да, возможно, к тому, чтобы вы их привлекли действительно к информированию и к беседе с нашими обучающимися и их родителями, законными представителями. На что еще хотелось бы обратить внимание? Вот посмотрите, да, мы говорим о том, что с точки зрения профилактической деятельности педагоги уделяют внимание в основном так называемым трудным подросткам или детям, находящимся в социально опасном положении. Между тем, выделение категории детей с трудностями в социальной адаптации, иначе дезадаптированных, является очень сложной задачей, поскольку критерии их определения в научной среде неоднозначны. Более того, грань между трудными и обычными подростками постепенно становится все более условной. Ну вот век, да, такого интернет, так скажем, влияния, да, и каких-то действительно моментов, которые могут упустить взрослые, родители и педагогическое сообщество, к сожалению, не очень деликатные люди и, так скажем, с намерениями самыми худшими, да, воздействуют на умы наших обучающихся. И тут важно их обезопасить. Я бы хотела вот поделиться опытом нашего классного руководителя, победителя конкурса «Классный 2020», номинации «Классный руководитель, имеющий общий стаж работы более 5 лет на момент проведения конкурса». Это Михеева Лилия Ивановна. Вот посмотрите, каким образом можно организовать профилактическую работу с детьми в школе уже с начальной школы. Да? То есть вот на конкурсе нам был представлен фрагмент классного часа, на который Лилия Ивановна пригласила сотрудника МЧС, то есть человека, которому поступают звонки, с чего начинается эта деятельность, с чего начинается профилактическая работа, да, которому поступают звонки о проблемах, о каких-то чрезвычайных ситуациях и каким образом на них реагируют, какие ситуации случаются с детьми, и в том числе, когда на них пытаются повлиять дурно, да, или возыметь другие какие-то намерения преступные, да, так скажем. И очень интересно нам была показана и представлена эта встреча. Она действительно стала ярким событием в жизни этих четвероклашек, которых Лилия Ивановна видела впервые на этом классном часе. Но та атмосфера, та обстановка не оставила равнодушными участников и членов жюри. И вот то самое первое место, оно действительно было заслужено. Лилия Ивановна также участвовала в онлайн-школе для классных руководителей. И она нам подробно рассказала о том, каким образом, с чего начинается профилактическая работа. То есть о том комплексе мер, которые предпринимаются ей уже с самой начальной школы. О том, как привлекаются родители активные, которые проявляют себя профессионалами в определенной деятельности, их профориентационной работе. И в том числе на данном мероприятии, да, присутствовал человек, который не был равнодушным, а действительно был заинтересован в том, чтобы рассказать и подать информацию в том ключе, в каком бы он рассказал об этом своему собственному ребенку. Это очень важно. И Лилия Ивановна показала на примере сотрудничества с внешними партнерами, как можно организовать встречу, да, с сотрудником обеспечения безопасности, и о том, как планируется эта работа, как она реализуется и какие результаты достигаются. Замечательная, интересная состоялась у нас тоже встреча с Лилией Ивановной. Я думаю, у тех классных руководителей, кто зарегистрированы в онлайн-школе, была возможность ознакомиться с ее докладом. Ну что ж, в 2020 году мы провели Фонд республиканских развития образования, Галина Владимировна уже говорила об этом, мониторинг деятельности классных руководителей.
И мы получали актуальную информацию об организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях Республики Коми. В соответствии с запросом и теми проблемными участками, которые были освещены, мы готовим сейчас методический ресурс, доступ к которому может быть в самое ближайшее время, на котором вы сможете увидеть в разделе «Партнеры» тех партнеров, с которыми важно сотрудничать, которые мы прямо сайты будем выкладывать, да, если позволите, может быть, какие-то номера телефонов, потому что очень важно, чтобы у наших педагогов была возможность выходить на партнеров и призывать их к сотрудничеству, потому что на самом деле руки легче опустить. Гораздо важнее им действительно поднять голову и идти встречаться с теми людьми, которые готовы, неравнодушными, которые готовы к вам пойти навстречу и сделать жизнь ваших обучающихся ярче, как вот это сделала Лилия Ивановна. Что ж, у нас после мониторинга, да, мы запустили цикл семинаров. Это первый республиканский семинар, который открывает линейку республиканских семинаров. Следующий семинар внедрения примерной программы воспитания в работу общеобразовательной организации состоится 17 декабря 2020 года в 14 часов. На семинаре, уважаемые классные руководители и педагогические работники, будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с внедрением примерной программы воспитания в работу с подключением в режиме онлайн одного из разработчиков программы Ирины Викторовны Степановой, кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника Института стратегии развития образования Российской академии образования, а также с подключением эксперта Марии Игоревны Лешенко, ассистента кафедры педагогики и психологии Соликамского государственного педагогического института, участвующего в апробации и внедрении примерной программы воспитания, курирующего Республику Коми, то есть наш регион. Мы приглашаем всех педагогических работников, осуществляющих классное руководство и общеобразовательных организаций к линейке наших методических семинаров. А сейчас, уважаемые классные руководители и педагогические работники, я бы хотела, чтобы вот мы с Ларисой Владимировной, да, определились, каким образом, да, мы будем сотрудничать и как мы будем вот осуществить эту обратную связь, потому что вот та готовность, с которой наши специалисты ее оказывают и включаются в этот процесс, меня, как человека, так скажем, нового, впечатлило и очень порадовало вот то, как вы идете навстречу и с какой информацией, и с каким призывом вы действительно выходите на наших классных руководителей педагогического сообщества. Спасибо большое, Анастасия Николаевна. Еще раз говорю, что МВД для вас открыто. Мы готовы на самое тесное взаимодействие. И примером для вас могу привести о том, что 1 декабря 2020 года был подписан совместный четырехсторонний приказ МВД Республики Коми, мы были инициаторами. Второе – это Министерство образования, без них никак. Мы не можем быть в школу. Да. Министерство культуры Республики Коми и Министерство помощи, защиты. Угу. 7 декабря по 19 декабря на территории всей республики будет проходить совместная такая республиканская профилактическая акция, которая так и называется «Мы против грязного слова». Она направлена как раз на формирование у несовершеннолетних на негативное отношение к употреблению нецензурной брани, предупреждение ответственности за совершение административных правонарушений по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Мелкое хулиганство», ну и создание позитивного такого настроя нашего общества. То есть будем учить детей вместе с классными руководителями, как правильно разговаривать. И я очень рада, что нашу идею подхватили Министерство культуры и соцзащиты. Более того, хочу сказать, что мы будем записывать ролики у детей. Ролик состоит такой в режиме онлайн, будет проходить. Мы против грязного слова. Мат – это. И дети будут говорить, что для них на сегодняшний день обозначают вот эти нецензурные слова. Поэтому вот, пожалуйста, первое наше совместное мероприятие. Замечательно. Спасибо вам огромное за отзыв. Галина Викторовна, вам тоже огромное спасибо за такой яркий доклад. И вот, может быть, вы тоже хотели сказать какое-то слово на прощание нашим классным руководителям, потому что у вас это получается замечательно. Классные руководители знают, что они не одиноки. И если у них есть желание, потребность сделать жизнь ребят, жизнь класса, жизнь родителей полезной, интересной,
Вот, пожалуйста, Лариса Владимировна сегодня сказала, открытый. Общественный совет при МВД открыт. И с нами очень много других общественных объединений, НКО работает. Вы только обозначаете тему и говорите, хотелось бы вам видеть нас или нет. Мы подумаем вместе, как сделать действительно мероприятие полезным, интересным и полезным. Успехов вам! Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам, Галина Викторовна, спасибо вам, Лариса Владимировна, спасибо вам, уважаемые участники нашего первого республиканского онлайн-семинара для классных руководителей. Мы на сегодняшний день с вами прощаемся. Ждем вас 17 декабря с подключением 14 часов к нашему следующему онлайн-семинару республиканского уровня. Если есть какие-то вопросы, вы можете еще задавать. Мы постараемся на них ответить и подкрепить, да, вот наш чат теми ответами, которые появятся, и мы всегда на связи. Спасибо большое. Да, конечно, конечно. Презентацию мы тоже подвесим. Я всегда стараюсь документы прибавлять, и вот чтобы действительно те запросы, которые есть, мы смогли на них вам ответить и помочь. Ну, на сотрудничество надеются, пишут все. Обязательно, непременно. Мы всегда держим руку на пульсе. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.